Избранные труды Гамбажапцибекова о Центральном Тибете. Продолжаем читать доклад Гамбажапцибекова перед Императорским русским географическим обществом, прочитанный 7 мая 1903 года. Часть 2. Почтенное собрание, без сомнения, вправе ожидать от нас большего, чем могли дать простые паломники, а между тем, как трудно дать значительные сведения тому, кто проник в запретную страну под видом такого паломника и в сношениях с местными жителями должен был представлять простого же паломника, ищущего в священной стране душеспасительного, ежеминутно опасаясь, чтобы чем-нибудь не выделиться из среды своих товарищей-монголов и не дать повода даже малейшему подозрению в нем человека, причастного к европейцам. Для нас не было тайной, что несколько лет тому назад некий индус пробрался в Центральный Тибет и завязал сношение с одним знатным перерожденцем в Дашил-Хумбо, как, наконец, он через услугу этого ламы получил книги, доставленные им в Калькутту, и как этот лама и слуга юноша были казнены в Лхасе за свой смелый и преступный поступок допущения иностранца. Пространство, которое мы прошли в Тибете, тянется с северо-востока на юго-запад от Накчу до Шихадзе приблизительно на 550 верст, а сделанная небольшая экскурсия до Дзетана по водному пути около 150 верст, по прямому же сухопутному около 100 верст. На основании впечатлений, полученных при движении по означенным путям, мы можем сказать, что Тибет – страна гор, и, как справедливо называют ее сами тибетцы, Ган-Джан-Юл, то есть снеговая страна. Действительно, на пройденном нами районе мы встретили две снеговые горы – Самтанкансар на восточной оконечности хребта Нянчантанла и хребет Карла по югу в западную сторону кольцеобразного озера Ямдок. Остальные горы не доходят до снеговой линии, но зато они все почти безлесны и вершины их совершенно голые. Речные долины в верхних своих частях узкие и неудобны для хлебопашества, но в средних и нижних частях расширяются и дают возможность трудолюбивому тибетцу засевать их сплошь хлебами. В дождливое время вследствие крутизны и скалистости гор образуется масса быстрых потоков, большинство которых высыхает в сухое время года, но все же ключи и речки в каждой паде поддерживают воду в многочисленных оросительных канавах и не позволяют безмолвствовать жерновам водяных мельниц. По отношению к осадкам год можно делить на две части – сухую и дождливую. Сухое время года в 1900 году в Лхасе началось 13 сентября, когда прошел последний в году дождь, затем октябрь и ноябрь были совершенно сухими, и небольшой первый снег выпал 7 декабря, который, впрочем, на другой же день растаял. Затем в январе небольшой снег шел 1 раз, в феврале 3, в марте 4, причем 14 марта был слышен первый гром, а в апреле 2 раза. К этому надо прибавить, что снег тотчас же после выпада таял в долине, а оставался несколько дольше лишь в горах. Первый значительный дождь был 5 мая, затем случаи дождя записаны в мае 7 раз, в июне 8,
в июле 17, в августе 13 и в самом начале сентября 2 раза. О времени падения дождей должно заметить, что по большей части он шел поздним вечером или ночью, прерывистыми и крупными каплями, в мае и июне часто с градинками. Направление движения облаков наблюдалось в большинстве случаев с запада на восток. Температура воздуха в тени наблюдалась нами в течение 235 дней, трижды в день, утром до восхода солнца, по возможности на рассвете, чтобы застать минимальную ночную в час дня и в 9 часов вечера. Вычисление средней температуры за этот период дает следующие результаты. Утром плюс 4,2, в час дня плюс 11,7 и в 9 вечера плюс 7,4. Самым холодным месяцем является декабрь, дающий среднюю утреннюю минус 6,1, полуденную плюс 1,1 и вечернюю минус 2,3. Затем теплым оказывается июнь, дающий утром плюс 11,8, в полдень плюс 18,2, а вечером плюс 13,9. Зимою большие реки остаются совершенно свободными ото льда, а малые покрываются тонким слоем его. Почва замерзает только на поверхности. Относительно численности жителей Тибета, как известно, существуют различнейшие показания, начиная от совершенно фантастических 33 миллионов до 3,5 или даже 2,5 миллионов во всех провинциях Тибета. Если взять более вероятные последние показания, то из него на Центральный Тибет приходится не более 1 миллиона жителей. Нам, в частности, не удалось узнать точных цифр о численности населения, но по личным впечатлениям скажем, что это население не должно быть особенно велико. Узкие речные долины между высокими, скалистыми, недоступными для земледельческой культуры годами не могут прокормить слишком большого населения. Кроме того, масса безбрачного духовенства как мужского, так и женского пола и губительные эпидемические болезни, такие, например, как оспа, от которых тибетцы почти не знают никакой существенной защиты, служат не только во вред увеличению населения, но и, по нашему мнению, они прогрессивно уменьшают его. Так, оспа, свирепствовавшая в 1900 году, похитила более 10% населения Лхасы и окрестных монастырей. К убеждению о незначительности населения Тибета приводит и то обстоятельство, что на собрании, называемое Лхасским Большим Анламом, стекается всего только около 20 тысяч монахов из всех окрестных монастырей. Это в центре ламаизма, где находятся главные святыни и высшие цанитские школы, содержащиеся в значительной степени на казенный счет. Туземцы-тибетцы называют себя бодпа, но в обиходе принято называть жителей по названиям областей и частей их. Так, жители области Цзан зовутся Цзанба, область Уй – Лхохава и тому прочее. Пришлое население, за исключением жителей из разных тибетских провинций, состоит из китайцев, непальцев, кашмирцев и монголов. Оно живет только в городах и главным образом в Лхасе, Шихадзе и Чжанцзе. Большая часть китайцев, преимущественно выходцев из Сычуани, числится в гарнизонах и обеспечена содержанием.
Гарнизоны эти содержатся в больших городах и расположены в отдельных лагерях, например, в Лхасе, в поселении Дашитан, это в 2,5 верстах на север от города. Те из китайцев, которые имеют свои коммерческие предприятия, ведут молочную торговлю через местных жителей, главным образом через женщин. Китаец – известный любитель семейной жизни по пути в Центральный Тибет, в Каме, или же на месте чаще всего обзаводится наложницей. Прижитых с нею мальчиков воспитывает по-китайски, а девочек – по-тибетски. Затем сыновей определяет в гарнизоны или пристраивает к какому-нибудь другому делу. Сын этот всегда считается китайцем, хотя часто не знает китайского языка и не несет местных повинностей, что составляет громадную привилегию китайцев в Тибете. Поэтому стать наложницей китайца, простой тибетянки, составляет своего рода гордость, и во время уличной перебранки двух женщин часто можно слышать высокомерное заявление, что она тем уже лучше своей соперницы, что состоит Джемми, незаконной женой китайца. Нам никогда и нигде не приходилось видеть китайца на вид более праздного, чем в Тибете. Непальцы и кашмирцы, примерно равные по количеству, являются почти исключительно торговцами, причем среди непальцев много ремесленников. Согласно историческим сказаниям, непальцы с древних времен были в Тибете архитекторами, строителями храмов, художниками, скульпторами статуй Будд и иконописцами, и по настоящее время непальцы являются наилучшими красильщиками местных сукон, золотых и серебряных дел мастерами, начиная от мелких колечек до золоченых крыш храмов. Непальцы-буддисты, в отличие от господствующего в их государстве племени, гурка, зовутся Балбо. Они избегают брачных уз с тибетянками, так как в противном случае им на родине грозит смертная казнь. Нарушившие этот закон остаются в Тибете навсегда. Кашмирцы, напротив, всегда женятся на тибетянках, причем предварительно обращают их в мусульманство, в котором воспитывают и своих детей. В административном отношении китайцы непосредственно подчинены амбаню, присутствие и жилище которого помещается на юго-западном краю города у остатков древней городской стены. Непальцы и кашмирцы подчиняются своим старшинам, которые являются как бы консулами или проверенными в делах при Центральном правлении Тибета со своей юрисдикцией. Монголы в числе около 1000 человек состоят исключительно из монахов и являются лишь временными жителями, сменяющими ежегодно около 15% своего состава. Они распределяются по своим общинам. В их числе в 1900 году было 47 русско-подданных бурятских лам из Забайкалья и 1 калмык из Астраханской губернии. Они подчиняются общемонастырскому уставу. Социальный состав населения – родовитые дворяне, именитые перерожденцы, духовенство и крестьяне. Дворянство состоит из потомков прежних владельцев уделов и потомков отцов Далай-лам и Банчени, удостаиваемых маньчжурским двором княжеских титулов 5-й степени – гуннов. Князья, высшие перерожденцы, равно как и большие монастыри и отдельные общины в них, являются владельцами земель с крестьянами, живущими на них. Но больше всего земли и крестьян, конечно, у центрального правления Девашуна, Далай-ламы.
Отдельного военного сословия, по-видимому, нет. Служба несется за пользование особыми земельными участками. Более еще подробных условий воинской повинности нам не удалось узнать. Жилищем населения служат дома, построенные из каменных плит или необожженных кирпичей, скрепленных глиной. Большинство домов деревянных одноэтажных, в городах двух- или трехэтажные. Окна в них без стекол, завешиваются марлей или коленкором, на зиму заклеиваются местной бумагой. Печи, или вернее очаги, устраиваются лишь на кухне и топятся только для приготовления пищи. В них нет дымовых труб и вообще специальных отверстий для выхода дыма, потому дым, свободно наполнив комнаты, отыскивает себе выход через двери и окна. Правда, в верхних этажах есть отверстия в потолках, которые, хотя немного избавляют квартирантов от дыма, но зато беспокоят во время дождя. Кстати, упомянем, что главным топливом служит сухой помет рогатого скота и яков. Мужская и женская одежда особого покроя изготавливается преимущественно из местного сукна разного сорта и цвета. Бедный класс носит белый, как самый дешевый цвет, а более зажиточный – красный и темно-красный, солдаты темно-синий, высшие сановники и князья – желтый. Женщины любят тот же темно-красный цвет. Конечно, встречаются и другие цвета. Тибетцы, сообразно со своими средствами, отличаются щегольством. Они украшают себя, особенно женщины, золотом, серебром, кораллами, бриллиантами, рубинами, жемчугом, бирюзой и другими драгоценными металлами и камнями. Конец второй части доклада Камбажап-Цыбекова.